Намного же приятнее ездить по таким вот дорогам. Правильно? Сразу видно, дорога красиво смотрится. Водителям приятно. Везде бы так, добавляют водители. По такой трассе ехать одно удовольствие. Хотя еще недавно здесь были колея и ямы. Теперь покрытие отремонтировали, обочины укрепили, а для любителей полихачить установили ограничительные и предупредительные знаки. Работали дорожники 1,5 месяца. Ставились ограждения, и по 300 метров сначала одна полоса, затем вторая полоса. Впереди шло фрезерование, следом подметали и под грунтовку, тоже по захваткам. И после этого уклади верхний слой асфальтового покрытия. Примерно бы делали по 500-600 метров в смену. Управились бы быстрее, говорят дорожники, но дождливое лето скорректировало графики. Работу подрядчика контролировали специалисты Республиканского управления автомобильных дорог. На днях получили результаты из лаборатории. Все испытания, которые были пробой взяты, они прошли на нормативное состояние по кернам. Есть еще один участок, который они взяли, и в ближайшее время он будет подтвержден лабораторным испытанием. Берется керн, испытывается на прочность и на подходит ли он под именно эту категорию дороги и как будет вести себя асфальт. На эти 22 километра газовики направили 185 миллионов рублей. Всего же в рамках соглашения они потратят на ремонт дорог республики 700 миллионов. Сумма внушительная, и уже в этом году подрядчики сдадут еще 4 участка. Также основные работы сегодня ведутся в рамках этого соглашения в Князь-Погорском районе. У нас там 3 участка ремонта, но они пока не готовы к сдаче в эксплуатации. Вводить будем в сентябре месяце этого года. И работы ведутся на дороге Волгоград-Яринск, это Усть-Лумский район. Также будем объект вводить в сентябре 2017 года. Все участки, которые отремонтируют в рамках соглашения, будут задействованы при строительстве второй ветки газопровода Ухта-Торжок. Часть денег в рамках трехстороннего соглашения перейдет уже на следующий год. Чуть больше 130 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Усть-Вымском и Князь-Погорском районах. Объемы определены, деньги есть. А значит, выполнить все условия соглашения уже точно ничего не помешает. Виктория Палкина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Ухтинский район.